Доказательства бізде, полный доказательства бар деп сөйтеді. Ляйля Адельбекова держит в руках постановление прокуратуры. В нем говорится, что Канат Аубакиров, ее муж, погибший в январских событиях, проходит подозреваемым по делу о терроризме. Ляйля говорит, что супруг 4 и 5 января ходил на митинг. 5-го он позвонил домой. Это был последний его разговор с женой. Бұл звондады, қаяқтасың деп. Сөйтмедім, үйдемін, қаяқта болшы еді. Үйдемін, балалар қайда деді, үйде дедім. Сөйтіп едім, онда далаға шықпаңдар, мына жақта атып атыр деді да, и телефон өшіп қалды. Телефон немеге өшіп қалды екен дедім да, оған звондамадым. Звондамадым да, сол телефон өшіп қалған кезде өліп қапты екен ғой уже. Сол кезде уже оқты деген екен. Через час с Лялей связались из морга. Сообщили, что тело мужа находится там. Пули попали в сердце и таз. Прокурор в постановлении пишет, что Аубакиров участвовал в штурме правительственных зданий, организовал акт терроризма. Ляля в это не верит. Она говорит, что муж был очень добрым человеком и мухи не обидел. Ондай адам болса, балалары да тұра кеп қашпай ма? Балаларын кеп сүйе ма? Балаларын таңертең тұрып сүйіп кетеді, кешке кеп балалар ана қызы деген төбесіне шығады. Далада мысық, иттер ауырып, ит жатса, соны көтеріп келетін адам. Жан ашып, не қылатын адам. Январские события, когда массовые протесты вылились в беспорядки, власти назвали атакой террористов. Прокуратура заявила, что 149 из 238 погибших участвовали в нападениях на государственные здания, и только 20 человек случайно попали под обстрел. По крайней мере, 4 погибшим предъявлены посмертно обвинения в терроризме, следует из информации, доступной Азатыку. Если их признают виновными, то не включат в число жертв января. Их семьям не выплатят компенсации. Мы сейчас видим что после выступления в Азатыке и в других родные, они подвергаются давлению. Сейчас от них требуют, чтобы они соглашались с тем, что дело будет закрыто, и что они действительно якобы террористы. Но, мне кажется, следствие не должно идти по этому пути. Оно должно раскрыть, во-первых, кто организаторы этих дел, потому что организаторы до сих пор мы не знаем и не видим их, а просто как люди, которые участвовали в этом и которые были превращены в террористов, то для общества это нет никаких убедительных доказательств для этого. Пусть следствие приводит доказательства их вины. Пусть оно доказывает, что действительно эти люди виновны. Потому что есть часть гражданских активистов, которых мы очень хорошо знаем, и которые, наоборот, успокаивали людей во время, именно когда заходили в акиматы. И эти люди сейчас идут по 272 статье. Основной это массовые беспорядки. И они же привлекаются за нанесение ущерба в акимате. То есть на самом деле мы знаем, что они ничего этого не совершали, они наоборот выступали против. По озвученным прокуратурой 25 апреля данным, по январским событиям было заведено более 5000 уголовных дел, 45 из них по статье «Акт терроризма». Если среди подозреваемых погибшие, прокуроры не уточнили.